Книга Искендера Шаршеева «Кыргызский путь». Глава 1.1. Прямая демократия. Итак, наступает время прямой демократии. То есть, конечно, оно еще не наступило, но все технические предпосылки к этому уже есть. Так, сегодня мы ведем с вами коллективную мысль социальные сети. Facebook, Одноклассники, Мой мир, Twitter и так далее и тому подобное. В них мы собираемся в сообщество по 150-100 человек. В некоторых сообществах уже почти 1000 человек. Общаемся, делимся комментариями в группах до 30 человек. Эти системы позволяют объять в режиме реального времени огромную массу людей. Уже существуют такие сервисы, как SurveyMonkey, Google Forms, благодаря которым можно формировать электронные опросы совершенно бесплатно. В некоторых случаях с платными опциями. Можно узнать волю массы людей за секунды с мгновенной обработкой. Таким образом, фактически есть инструмент, который позволяет осуществлять прямую демократию, прямое голосование, прямое заполнение документов. Так, партия «За жизнь без барьеров», нынешняя реформа, которая на сегодняшний день пытается выйти на выборы в парламент, первая в Кыргызстане в сентябре 2012 года провела через систему SurveyMonkey свой праймерис. Причем это было сделано буквально за полчаса. Таковы достижения современных информационных коммуникационных технологий. Следовательно, логично требовать того, чтобы в нашей стране наступила эра прямой демократии с использованием информационных технологий. Причем эти технологии мы сами можем написать на высоких программных языках, которые сегодня легко доступны в интернете. Можно писать на основе открытых систем. Когда мы используем открытый код, далее он может быть нами закрыт. Ниже мы посмотрим концепцию, как должна выглядеть эта система, какие можно разработать более конкретные требования к системе, какие критерии нужны к этой системе, модули сбора данных и характеристики. Итак, представьте себе, что вы, избиратели, готовитесь к выборам в нашей стране. У вас есть смартфон, либо планшетный компьютер, либо стационарный компьютер, самый простой сканер на базе операционной системы Android. Вот вы скачиваете с сайта Центральной избирательной комиссии приложение, которое предлагает вам правительственный сайт, на котором вы должны зарегистрироваться, указать свой мобильный телефон при скачивании. Вы начинаете регистрироваться в системе. Как только вы зарегистрировались в системе, ваши данные попадают в Центральную избирательную комиссию. Ваш номер телефона верифицировать можно согласно контракту, который вы заключали с мобильным оператором, когда покупали сим-карту, либо когда привязывали сим-карту к конкретным учетным данным по настоящему имени и фамилии во время кампании по верификации данных, которую 8 марта 2014 года начали мобильные операторы. Тогда, после этого, вам осуществляется контрольный звонок с просьбой указать ваш персональный идентификационный номер. Указывать свой персональный PIN можно в приложении на вашем устройстве, если оно имеет тачпад, чтобы считывать скан вашего отпечатка пальца, который может сканировать сетчатку глаза, тембр голоса, лицо. В зависимости от наличия кибернетических данных о вас в ЦИКе, ваш аккаунт верифицировать будет легко. Он подтверждается в системе. Затем, после того, как вы зарегистрированы, в день голосования вам приходит пуш-уведомление или иное какое-либо уведомление на все виды ваших аккаунтов, на почту, социальные сети, с просьбой проголосовать и небольшой инструкцией, как это сделать. В час голосования вам прислали файл, в котором вы видите при открытии через приложение либо вопрос, поставленный на референдуме с вариантами ответов на него, либо список кандидатов, за которых вы хотели бы проголосовать. Дальше пальцами или мышкой вы отмечаете кандидатов или кандидата, или партии, за которые хотели бы проголосовать. И все. Процесс голосования завершен. Но также для верификации того, что данные не были взломаны или перехвачены вами, либо некими как хакерами, вам могут в течение дня прислать уведомления на голосование до нескольких, скажем, 5-7 раз. Вы подтверждаете сделанный выбор, в итоге у вас получается замечательная возможность быть более уверенным в том, что ваши данные достоверно отражены в системе. Потому что в тот же самый момент через приложение вы видите изменения системы в целом, количество голосов, поданных в систему, и результаты. То есть, если результаты сильно не меняются, люди не меняют свой выбор или меняют не сильно, массово в течение 6 или 7 голосований, то у вас есть уверенность, что выборы прошли достаточно правильно. В случае возникновения сомнений можно провести еще несколько голосований в тот же день. В конце этого дня, когда выборы заканчиваются, вы уже знаете, кто победил, с каким счетом, сколько голосов он получил, географический охват, какой регион за него голосовал. Что необходимо сделать, чтобы такая система сработала? Ну да, конечно, в первую очередь собрать данные об избирателях. Чтобы собрать данные, надо сделать следующее. Использовать сим-карты, которые реализуют сотовые компании для регистрации на конкретные имена, фамилии при предъявлении паспорта. После этого надо верифицировать хозяев сим-карт, провести мероприятие по сбору биометрических данных.
Надо прежде всего договориться, какой тип или комплект данных будет читаться и учитываться в системе. Это может быть голос, тембр голоса, может быть сетчатка глаза, например, снятая на фотокамеру. Может быть отпечаток пальца, например, читаемый сенсорным покрытием экрана телефона или планшета. По возможности в будущем это будет все-таки ДНК-проба. Потенциально и, следовательно, необходимо провести физическую встречу с хозяевами сим-карт, на которой необходимо провести физические меры сбора биометрических данных. Этим занимаются некоторые компании. Ряд компаний, которые занимаются в мире этим, существует, и вы можете использовать эти данные. Со многими из них связаны скандалы. У них имеется специальное оборудование для сбора эмпирических данных. Они продемонстрировали свои способности собрать биометрические данные в самые короткие сроки, до 4 месяцев. Через какое-то время, когда биометрические данные собраны, надо снова провести процедуру верификации. Начнется постоянный мониторинг системы на наличие данного человека на территории республики, на наличие его в живом состоянии. А если поступает информация о том, что человек, например, из центральных регистров ЗАГСа, что он умер или поменял гражданство, в этом случае он учитывается как выбывший из системы на основании свидетельства о смерти. Чтобы эта система хорошо работала, нужно создать еще 4 регистра, ну как минимум 2 регистра. Это адресный регистр и регистр населения. Регистр – это сквозной идентификатор, который должен быть связан со многими госорганами, обслуживающими гражданина. Прежде всего, регистр населения нужен для того, чтобы выдавать паспорт, персонифицировать человека, выдавать международные удостоверения личности, связанные по записям ЗАГСа. Статусы изменения гражданского состояния, смерть, рождение человека, женитьба, развод, усыновление, удочерение, выдача свидетельства о рождении, дубликатов, регистрация завещаний и так далее. Также смена гражданства, смена места жительства иностранного гражданина, приехавшего на время жить в республику и так далее. Точно так же этот регистр должен быть связан с 2 дополнительными регистрами – недвижимости и движимого имущества. Человек, когда захочет получить права, оформить на себя машину и так далее, в регистр населения должна уходить запись об этом, и запись должна синхронизироваться со всеми регистрами одновременно. Так регистры поддерживаются. Если покупается новый сотовый телефон или меняется симка, номер регистрационных данных симки должны привязываться к государственному регистру. Точно так же, как человек желает оформить на себя квартиру, земельные участки. Тогда регистр населения будет живым. Конкретному человеку присваивается при рождении уникальный пожизненный код ПИН, ИНН, который сегодня уже используется нами, ранее выдаваемый социальным фондом. Сейчас функция присвоения ПИН выдается государственной социальной службе, то есть соцфонду. Он должен также привязывать данные по человеку на место жительства по прописке. Даже если этот институт прописки будет в будущем упразднен, тем не менее локализация человека должна регистрироваться по адресу фактического проживания. Для чего делается так? Ну, чтобы облегчить выдачу любых документов, во-первых. Во-вторых, чтобы прекратить разброд из штаней, когда мигранты из рубежа исчезают в КР. А также для того, чтобы в перспективе отменить процедуру прописки. У государства для каждого должна быть своя база данных, для того, чтобы обеспечить неформальные, нефальсифицируемые данные по избирательным для Центральной избирательной комиссии. Легко будет в базе данных провести отбор граждан в возрасте, скажем, 18 до 65 и выше. В итоге можно будет четко определить, сколько у нас избирателей, что позволит при сверке данных по голосованию, скажем, через приложение прямой демократии, проверить достоверность голосования и обнаружить несоответствие, если будет сомнение по взлому и манипуляции в системе. Регистр представляет собой первоначально, может выглядеть как жесткий диск на компьютере, на котором записана информация. Может быть флешка, либо компакт-диск визуально. По сути, это программное обеспечение, которое состоит из основного ядра движка, который содержит в себе аналитический блок, способен записывать логи. Любые действия, которые коснулись системы, регистрируются и доступны только для администратора и наблюдателей системы. Также она должна быть фрагментированной, то есть должно быть несколько разных администраторов, каждый отвечающий за свой участок. И ни одного суперадминистратора, который бы отвечал за все сразу. Иначе система будет иметь фальсифицируемость. Посредством возможности давления на конкретного администратора можно изменить судьбу страны. Просто надо будет мафиози захватить этого программиста, и вся система станет ненадежной. Поэтому нужно делить фрагменты системы на разных администраторов, не давать возможности централизации. Подобных рисков нельзя допускать. Администраторы должны представлять собой некую систему сдержек и противовесов. Программный язык, на котором может быть написана система, сегодня не имеет определенного значения. Хотелось бы, чтобы это был высокий программный язык вроде C# или C++, GNU, ADA. Естественно, эта система должна быть дублируемой. Должно существовать не менее чем 3 центра обработки данных, то есть серверных помещений, в каждом из которых стоит по мощному серверу что-то вроде RAC-комплектов от Oracle. Система должна всегда дублироваться на все 3 сервера, используя VPN, защищенные зашифрованные каналы связи. Система должна отправлять обновления в течение определенного времени, скажем, каждые 30 секунд, и все время обновлять себя на всех серверах.
Дата-центры должны располагаться в разных местах. Выход во внешнюю сеть должен быть через определенный фаервол. Система должна в общей сети давать доступ на клиентские платформы через технологии тонкого клиента. Примерно то же самое можно разработать приложение, которое будет считывать информацию по каждому клиенту. Через это приложение можно сделать отдельный модуль для участия в выборах, референдумах. Отдельный модуль можно сделать для оповещения гражданина о манипуляциях персональными данными, созданными в государственном регистре. То есть, если госорган просматривает персональные сведения гражданина, гражданин должен иметь право получить оповещение об этом. В случае сомнений гражданин имеет право отреагировать и принять меры вплоть до подачи в суд, что соответствует закону о защите персональных данных. Соответственно, и модули системы можно разделить на модули, которые отвечают за запись актов гражданского состояния. Отдельный модуль регистрации транспорта для гражданина должен быть отдельный модуль по недвижимости, и модуль по адресу его недвижимого имущества тоже должен быть отдельным. Такие модули непосредственно самой регистрации населения, а также отдельные модули по выборам могут быть связаны с разными приложениями. У сотрудников государственных органов должен быть доступ к системе с несколькими уровнями защищенности, чтобы ни один госслужащий не получил доступ ко всей системе, но имел доступ к той части данных, которая нужна ему для работы. Без поддержки законодательства это было бы все просто красивой игрушкой. Соответственно, должны быть закреплены законодательные стандарты безопасности, технологические требования на противодействие по утечке данных при взломе системы. Определенные стандарты реакции на кибератаки. Также требования к зеркалированию серверов в случае DDoS-атаки или иной типа хакерской атаки. Скажем, вот захочет Узбекистан или Россия поменять итоги наших выборов, взломать систему. Начнутся атаки ботов или реальных волонтеров. Тогда нужно, чтобы система могла зеркально запуститься с другого IP. Таким образом, предохранить саму себя от перегрузки и падения. А также система должна быть достаточно облегченной, ее работа не должна быть тяжелой. Для этого нужно использовать такие технологии, как тонкие клиенты и такие принципы, как у программного языка, например, Python. Система должна устанавливаться комплексно, например, на автоматизированное или рабочее место оператора, система администратора локально. Естественно, при этом она должна работать через тонкий клиент. На локальных файлах хранятся коды шифрования диска, через которые система шифруется. А после такой системы можно сделать базируемые на решениях блокчейн, чтобы вообще никто, кроме самой системы, не имел доступа к ней, не имел доступа к изменению системы. С помощью такой системы можно сделать реальностью прямую демократию. Помимо процесса выборов, который описан выше, через систему прямой демократии можно напрямую оперативно быстро узнать общественное мнение, делать гражданина прямым решателем государственных задач. При введении прямой демократии исчезает необходимость создания законодательных органов. Становится не нужен парламент. Законодательственной инициативой может обладать правительство, а обсуждение и утверждение законов будет больше заниматься напрямую общество. Таким образом, если общество не поддерживает определенный закон, то не должен этот закон и не сможет пройти. Если общество поддержит тот или иной закон, то закон может пройти. Причем это все можно делать с миллионным участием буквально в течение доли секунды. Все 3 миллиона избирателей могут голосовать за тот или иной закон за секунды. В течение одного дня можно получить обсуждение большим количеством граждан законопроектов. Снижается стоимость проведения избирательных кампаний, а равна стоимости разработки самой системы, ее технической поддержки, сопровождения, выплат зарплат специалистам. Это огромные деньги, по моим подсчетам, около 50-60 миллионов сомов в год. Если брать в расчет затраты на всю систему, поддержку работы программистов. Но это все-таки дешевле, чем содержание Центральной избирательной комиссии, проведение выборов каждые 5 лет, которые могут стоить от 20 миллионов за одну кампанию долларов до 60-80 миллионов сомов из года в год. На содержание штата центральных территориальных комиссий, ну и на специальную инфраструктуру. Такая система не требует никакой инфраструктуры для выборов, таких как избирательных урн, кабин для голосования, ну и всего такого прочего. Эта система может быть под прямым контролем ГКНБ. Да, система имеет под собой потенциал изменить цифры выборов, если ты держишь крепко в заложниках администратора системы. Ты можешь отменять определенные результаты в этой системе, но в этом случае есть один нюанс. Если изменятся данные, по логам это будет слишком сильно видно. Для нормального аналитика нетрудно сделать вывод о возможном манипулировании системой. До апгрейда система может потерять доверие, а должностные лица, отвечающие за систему, будут нести ответственность, в том числе уголовную и административную. Это все нужно прописывать в специальном кибернетическом законодательстве. Система прямой демократии просто делает ненужным джоркукинг с нашей страны. Система делает ненужным парламентские слушания и обсуждения. Это тоже достаточно огромные средства. На одной только
статье расходов на бумагу и бензин, которым обеспечивается делопроизводство, может уходить в нашей стране от 5 до 20 миллиардов сомов. Около нескольких миллиардов сомов ежегодно система это позволит сэкономить, особенно на деловых нишах. Система в целом позволяет отменить очень многие лишние ручные процессы в стране. Зато каждый гражданин, каждый житель страны может напрямую реализовать свою власть. Как в том самом греческом полисе, в котором жило до 10 тысяч человек, и люди могли просто выйти на площадь и решить все необходимые задачи. То есть через участие в приложении, в части голосования либо обсуждения, каждый гражданин способен напрямую осуществлять принятие решений в этой стране. Таким образом, государство реально превращается в демократическое. В таком государстве гораздо быстрее видны последствия принятия решений. В таком государстве быстрее видна ответственность. Естественно, в таком государстве революция практически невозможна, потому что иначе люди, которые активно занимаются использованием системы прямой демократии, должны винить во всех неудачах только самих себя. Кантональная система выборов, нечто подобное, система референдумов, только без электронной технологии, существует сегодня в Швейцарии, существует сегодня в Исландии. Следовательно, людям надо напомнить, конечно, через такую систему очень легко принять губительные решения. Но, как показывает практика, через парламентскую демократию тоже легко принять губительные решения. Только там виновными бывают депутаты, отдельные политики, которые не несут наказания. А население чувство ответственности за то, что выбрало этих политиков, не видит, не чувствует. В прямой демократии же есть личная ответственность каждого гражданина, которая превращается в реального человека, принимающего решения в своей стране. Коллективная в нашем государстве система прямой демократии превращает 5-миллионный, 6-миллионный, 7-миллионный стран в тысячный греческий полис, в котором все как на ладони, и все или многие каждый день вершат власть. То есть власть реально у народа. Это должно получиться, и люди наконец начнут понимать ответственность за последствия своих решений. Весь этот фарс представительской демократии и депутатами при этом можно закончить смело. Фарс представительской демократии заканчивается с помощью прямой демократии. Прямая демократия превращает каждого человека в реального, как написано в Конституции, носителя суверенитета и государственности. Буквально каждого гражданина Кыргызской республики избирательного возраста. Прямая демократия – это то, чем уже сегодня используется Исландия, маленькое государство. Это то, чем мы должны пользоваться. Прелесть такой системы еще в том, что практически эта система очень мало изучена. Каковы будут последствия прямого участия населения в принятии государственных решений? Конечно, они могут быть разными. Демократия – худшая форма правления за счет того, что, например, население, соблазненное политическими лозунгами, может принять быстро такие губительные решения, как, например, привод к власти популистов, социалистов, фашистов или таких представителей власти, которые просто окажутся бандитами. Такое возможно в этой системе. Но достоинство системы в том, что также быстро население может снять с власти человека, если он проявит диктаторские замашки. А теперь, когда эта система будет создана, запущена, население очень быстро поймет, что произошло. Дальше дело техники. Не будем особо много фантазировать о вариантах дальнейших событий. Что касается того, что население также может использовать методы прямой демократии, принять решение об отделении какой-либо области в автономию или передаче страны в состав Российской Федерации, например, то также до вступления этого закона в силу всегда можно сделать новое голосование и изменить решение. Конечно, если систему взломали и какое-то время используется она в интересах других стран, определенные методы контроля позволят сразу выявить разночтение и оказать противодействие. Сразу качественно обдумать систему методов защиты и разработать обычно нереально, потому что человек – люди несовершенны. Чтобы разработать программное обеспечение, надо прежде всего сломать готовую рабочую систему. Причем не тому, кто разработал, а тому, кто не разрабатывал. Так получается сильная и проверенная система. Взломов бояться не стоит. Стоит учитывать, что постепенно после множества взломов и манипуляций в системе родится система информационной безопасности, которая будет гораздо более устойчива к взломам. Что касается философии этой системы, естественно, эта тема вообще не изучена. По таким системам нет никаких данных. Ну, разве что есть книга Стива Барда и Яна Содерквиста, в которой рассказывает о нетократии. Возможно, что мы с вами создадим таким образом реальное общество нетократии. Нетократия – это от слова нет – сеть, сетикратия, то есть власть социальной сети. Общество, в котором будет приниматься по сетевому признаку решения в части судьбы страны, фактически через систему интернет. По всей видимости,
Сейчас что-либо говорить о плюсах и минусах такой системы рано. У нас слишком мало материалов, слишком мало научных исследований на эту тему, слишком мало информации. Но мы сами уже каждый день пользуемся социальными сетями. Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, Twitter, что угодно, Instagram. Мы с вами видим, что аналитические машины владельцы своих сайтов очень быстро реагируют на каждое наше движение в системе. Работает статистика, которая доступна нам. Фактически инструменты прямой демократии уже есть. Прямая демократия внедрена, опять повторюсь, в Исландии. Материалов по этой теме для того, чтобы делать политологический анализ или какой-то иной анализ, практически нет, но они и не возникнут, если не создать эту систему. Непрофессионализм депутатов, которые доказали отлично, что в парламент редко приходят подготовленные люди, а если приходят, то мы слышим часто вырванные из контекста фразы, которые дают впечатление, что будто парламент полон некомпетентных людей. А умные люди молчат, предостаточно. Если процент профессионалов в парламенте очень мал, то система прямой демократии – это гиперсистема. Ее надо сделать. Она позволит нам уже напрямую попробовать свои силы как граждан властителей нашей страны, пощупать реальную ответственность за судьбу страны. А чувство ответственности за страну заставляет человека быть более мудрым, более внимательным и стало быть более лучшим. У нас будет очень прокачанный народ с такой системой управления.